Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш кейс, посвященный внутренней системе оценки качества образования, технологиям ее разработки и реализации. И спикерами сегодня на нашей площадке будут Наталья Николаевна Исаева, кандидат исторических наук, заведующий Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности, и Александр Викторович Аверин, заведующий Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. Наталья Николаевна, вам слово. Добрый день, коллеги. Мы продолжаем с вами работать. Сегодня мы с Александром Викторовичем будем освещать кейс «Внутренняя система оценки качества образования». Мы попробуем вам предоставить какие-то уже практические рекомендации по конкретным документам. Итак, коллеги, как и любое дело, внутренняя система оценки качества, конечно же, начинается с нормативно-правовой базы, и, собственно, она за последнее время у нас незначительно изменилась. Конечно же, мы говорим о системе оценки качества, начиная с Федерального закона об образовании в Российской Федерации 2012 года. Наш с вами знаменитый закон 273 ФЗ. Кроме того, в основу системы оценки качества положены требования федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования. Ну и, конечно же, это региональный нормативно-правовой акт. Это приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Видите, это наиболее свежий документ 2019 года, январь 2019 года, который так и называется «Об утверждении республиканской системы оценки качества образования». Есть масса подзаконных актов, здесь мы их указывать не стали. Ну и кроме того, на уровне муниципалитетов также есть нормативно-правовая база, здесь мы ее не указывали, потому что вы все владеете этой информацией. В целом мы говорим о том, что система оценки качества – это термин, который плотно вошел в нашу жизнь фактически с вступлением в силу закона об образовании в 2012 году, когда все образовательные организации на территории Российской Федерации задумались и, собственно, должны были разрабатывать систему оценки качества на уровне образовательной организации. Здесь представлены уровни системы оценки качества, которые начинаются с внутренней системы оценки качества образования внутри образовательной организации, через региональную систему оценки качества образования, это как раз тот самый закон 2019 года, который предполагает разработку республиканской системы оценки качества образования, и через федеральные мониторинги, мы все их прекрасно с вами знаем, это всероссийские проверочные работы, это, собственно, НИКО, это ЕГЭ, ОГЭ, да, государственная итоговая аттестация, ну и международные исследования, которые прочно вливаются в нашу с вами жизнь, и то, о чем сегодня уже во время стратегической сессии говорил Борис Валентинович Илюхин, это, конечно же, и Галина Владимировна Китайгородская, это, конечно же, исследования ПИЗа и те исследования функциональной грамотности, которые предполагается прохождение Республики Коми в 2020 году. До ситуации с пандемией мы все с вами были ориентированы на прохождение этих международных исследований в апреле 2020 года. Сейчас пока неизвестно, но тем не менее сроки, сколько вы знаете, не планируется перенести. Насколько мы с вами к ним готовы, и насколько соотносятся между собой оценочные процедуры, вот как раз сегодня мы с Александром Викторовичем будем об этом говорить. Я не буду останавливаться более подробно на принципах оценки, потому что фактически на протяжении почти 10 лет мы с вами работаем с системой оценки качества, и, соответственно, все уже прекрасно знаем, что любые оценочные процедуры тогда проходят успешно и достойно, когда они
подчиняются принципу открытости. В данном случае мы должны прекрасно понимать, то есть все участники оценочных процедур должны понимать, что проверяется, даже не что проверяется, для чего проверяется, что проверяется и какими инструментами проверяется. Когда вот эти, так вот если по-простому говорить, когда вот эти три компоненты между собой взаимосвязаны, тогда мы говорим о том, что оценочные процедуры пройдут успешно и их результаты будут нам с вами полезны. И при этом второй принцип – это, конечно же, системность. Системность, планомерность оценки качества образования, которые должны выразиться как раз-таки во внутренней системе оценки качества образования, которую разрабатывает образовательная организация. Какие тенденции сложились на сегодняшний день в России, тенденции оценки качества образования в деятельности образовательных организаций в России, в Республике Коми, представлены на слайде. Я лишь обращу ваше внимание, что в графе, где представлена Республика Коми, собственно, эти 8 направлений, они взяты из республиканской программы оценки качества образования, которая буквально была принята в январе 2020 года. Вы видите, что эти направления между собой фактически коррелируются, собственно, никаких противоречий нет. На чем бы я хотела остановить и свое, и ваше внимание. Посмотрите, в Российской Федерации большое внимание уделяется объективности, причем объективности проведения оценочных процедур и олимпиад школьников. То есть не только ваши оценки образовательных результатов образовательной организации, но и объективность школьных олимпиад. Посмотрите, как интересно Российская Федерация предлагает рассматривать понятие качества образования. В данном случае, посмотрите, это массовое образование в разрезе учебных предметов и оценочных процедур. Это качество, причем отдельным пунктом выделено качество общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся по модели PISA. И это мы говорим как раз в рамках подготовки к мониторингу функциональной грамотности и к тем международным исследованиям, которые уже на сегодняшний день проходят наши обучающиеся, особенно начальная школа, ну и ряд обучающихся по системе PISA проходили мониторинг, это у нас с вами 9 и 10 классы. Далее, посмотрите, отдельно выделяется такое направление, как достижение. И опять-таки же достижение обязательного минимума базовой подготовки в разрезе учебных предметов и оценочных процедур. Особое внимание уделяется развитию таланта. И опять-таки же в разрезе учебных предметов и оценочных процедур. Коллеги, очень хорошо вот эта система прописана на уровне Российской Федерации, и я бы рекомендовала вам с ней ознакомиться для того, чтобы вы понимали, в каком направлении двигаться при разработке. Даже не разработки, у нас документы эти разработаны в Республике Коми, у всех образовательных организаций уже, в принципе, с 2012 года. А при обновлении, при доработке внутренней системы оценки качества образования. Понятно, что она будет индивидуально ориентирована на вашу образовательную организацию, но без российских и республиканских тенденций она будет не актуальна. И, конечно же, не стоит забывать про такое понятие, как удовлетворенность участников образовательных отношений качеством общего образования. И в данном случае я напоминаю, что мы говорим не только про удовлетворенность обучающихся, но и родителей законных представителей и удовлетворенность педагогического сообщества в том числе. Исходя из тех трендов, которые были представлены на предыдущем слайде, мы можем выделить основные тенденции. Смотрите, начиная с 2019 года, даже с 2018 года мы активно говорим с вами про объективность оценочных процедур, и много вебинаров и семинаров Институт развития образования провел по этой тематике, что для того, чтобы
мы могли использовать в работе, в ликвидации дефицитов наших обучающихся и педагогических дефицитов, нам необходимы объективные результаты оценочных процедур. Соответственно, исходя из той объективной картины, мы выстраиваем индивидуальную, мы принимаем решение и выстраиваем индивидуальную траекторию сопровождения обучающихся. И это, как вчера нам, собственно говоря, также подтвердил нашу мысль Борис Валентинович Илюхин, который является экспертом в оценке качества образования, что необходимо выстраивать индивидуальную траекторию сопровождения через построение индивидуального профиля обучающегося. То, что, к сожалению, на сегодняшний момент, мониторя ситуацию в Республике Коми, мы понимаем, что в образовательных организациях, к сожалению, вот эта система выстроена только фрагментарно, только в некоторых образовательных организациях, я бы даже сказала, только у некоторых педагогов в образовательных организациях. Поэтому, коллеги, это те тенденции, это не просто тенденции, которые прописаны на бумаге, это те тенденции, которые помогают нам с вами работать и облегчают нашу с вами трудовую деятельность. Но посмотрите, в противовес тенденциям мы постарались очень общо, наверное, да, сформулировать основные проблемы, которые, или выделить основные проблемы, которые существуют на сегодняшний день. Нам очень радостно, что наше мнение совпало с мнением федеральных экспертов, потому что почти все федеральные эксперты начинали свое выступление вчера со слов, что, то есть так или иначе, лейтмотивом выступления звучало следующее. К сожалению, участники оценочных процедур не понимают назначения этих самых оценочных процедур. Коллеги, то есть для чего проводим оценочные процедуры? Потому что надо. И, соответственно, коль скоро мы не понимаем цель данных процедур, мы в ряде случаев, я не говорю, что это всегда 100%, но мы выстраиваем неправильно, собственно, сами контрольно-измерительные материалы. Мы даем неправильные установки детям. И, соответственно, мы получаем не те результаты. И вот опять-таки же, если тенденция объективность, то и проблема у нас с вами объективность. Если, вторя словам Бориса Валентиновича, если мы проводим исследования для оценки, то об уровне объективности мы здесь можем говорить очень так условно. Если мы проводим оценивание с точки зрения получения, выявления дефицитов у обучающихся, а опять-таки же выявляем дефициты для того, чтобы в дальнейшем прорабатывать эти дефициты, индивидуально сопровождать обучающегося, тогда мы говорим о достоверных результатах и можем говорить об объективности. Следующая проблема – это неумение применять результаты оценочных процедур. Да, мы провели контроль, да, у нас есть отметки. Мы заполнили даже в электронном журнале с вами форму, где выявили, какие знания, умения у нас у детей сформированы, какие не сформированы, и все, и мы забыли про это. К сожалению, мы не используем вот эти результаты для развития каждого конкретного ребенка, класса или так далее, или группы детей. Очень мало количества педагогов работают с ними напрямую. Ну и опять-таки же отсутствие индивидуальной образовательной траектории – это почти что, к сожалению, на сегодняшний момент основная тенденция в образовательных организациях. Вот так вот выглядит республиканская система оценки качества образования. Вы смотрите, она структурирована. Мы прекрасно понимаем, что если мы говорим про систему оценки качества на уровне республики, то, конечно же, главным идеологом этой работы является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. При помощи РИЦОКа, которая помогает с технической точки зрения проведения большинства оценочных процедур. И, конечно же, Институт развития образования, который проводит анализы результатов
оценочных процедур. И, соответственно, выстраивает уже индивидуальную траекторию сопровождения педагогов по выявлению дефицитов педагогических, да, и по их преодолению. Аналогичная ситуация, аналогичная схема должна появиться и в вашей образовательной организации, где будет четко и ясно прописано, какое структурное подразделение образовательной организации за что отвечает. И в этой связи тогда мы понимаем, что республиканская система оценки качества образования, посмотрите, она выстраивается следующим образом. Образовательная организация самостоятельно организует и проводит внутреннюю оценку качества образования на уровне образовательной организации и создает условия для проведения в образовательных организациях процедур внешней независимой оценки качества образования. У внутренней системы оценки качества, как и у любой системы, есть, конечно же, объекты, субъекты и оценочные процедуры и инструменты оценки. Это, как вы видите на слайде, и внутриучрежденческие процедуры, и внешние оценочные процедуры, и инструменты оценки в каждой оценочной процедуре. Ну и также есть, конечно же, механизм управленческого воздействия, то есть, которые направлены также на совершенствование этой системы работы. Итак, объекты оценки. При оценке качества вы видите, они представлены. Я напоминаю, что у нас с вами есть объекты оценки. Это является уровень качества общего образования в общеобразовательных организациях Республики Коми, который включает в себя качество содержания основных общеобразовательных программ, качество условий организации образовательного процесса и качество образовательных результатов. Это те, собственно, 3 уровня, которые заявляет нам с вами Федеральный государственный образовательный стандарт и закон об образовании. Все эти оценочные процедуры я не буду рассматривать, потому что мы с вами с ними работаем и уже работаем на протяжении достаточно долгого времени. Направления для формирования объектов оценки. Посмотрите, здесь мы постарались выявить, представить вам 11 основных направлений. Это и оценка образовательных результатов, это оценка функционирования внутренней системы оценки качества. То есть все эти направления представлены, и вы должны отразить все эти направления в своей программе, в своей внутренней системе оценки качества образования. Посмотрите, это и должна быть и организация, оценка организации учебного процесса и так далее. То есть все здесь представлено на слайде. Если, коллеги, будут возникать какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в блоке вопроса. Итак, республиканская система оценки качества образования, внутриучрежденческие процедуры в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования, они представлены также на слайде. Это и самообследование, которое образовательная организация проводит ежегодно. Это и текущий контроль, и промежуточная аттестация. И это внутришкольный мониторинг. То есть все те 3 компонента, которые на сегодняшний момент уже присутствуют в образовательных организациях, но их нужно просто чуть более структурировать. Спасибо. Итак, смотрите, о чем мы говорили, механизмы управленческого воздействия на результаты оценки. Провели вы оценочные процедуры, получили определенные результаты, теперь необходимо с этими результатами что-то делать, как-то с ними работать. И в данном случае мы говорим про 3 основных направления. Это совершенствование внутренней системы оценки качества общего образования, повышение профессиональной компетентности педагогов через разработку и реализацию программ помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты. То есть, коллеги, система наставничества, тем более так широко внедряемая в Республике Коми, это одно из направлений работы педагога в рамках системы наставничества.
Ну и, конечно же, внесение изменений в основную общеобразовательную программу в части корректировки учебных планов и рабочих программ учебных предметов. Коллеги, проанализировав рабочие программы учебных предметов, ну, основные образовательные программы и как приложение рабочих программ учебных предметов, представленные на сайтах образовательных организаций Республики Коми, к сожалению, мы констатируем, что в рабочих программах в качестве приложения, вы знаете, что приложением являются контрольно-измерительные материалы текущего и итогового контроля знаний, либо же промежуточной аттестации. Коллеги, представлены работы, разделенные, ну, по аналогии с ЕГЭ, разделенные на 3 части. Часть А, Б и С. То есть вы представляете, сколько лет эти контрольно-измерительные материалы не пересматривались. И, к сожалению, вот таких программ мы смогли выявить почти вот из проанализированных сайтов образовательных организаций 18% школ. Коллеги, то есть таким образом мы делаем вывод, что, к сожалению, ваша программа – это не рабочий документ. Соответственно, ваши обучающиеся знают, на что им ориентироваться, какой контроль их ожидает. Тогда о какой открытости оценочных процедур мы с вами можем говорить? А открытость, я напоминаю, это основное условие проведения объективных оценочных процедур и построения внутренней системы оценки качества. То есть все участники должны это видеть. Соответственно, внесение изменений в основную образовательную программу. Посмотрите. Соответственно, каким образом действуем? Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества образовательных результатов обучающихся. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества условий образовательной среды. То есть все эти 3 блока: выявили проблемы, разрабатываем, реализуем план по нивелированию этих проблем, по преодолению этих проблем. Ну и, конечно же, разработка и реализация плана мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в освоении учебных предметов и обучающихся, у которых выявлены дефициты. То есть это должны быть 2 разные программы. К сожалению, в ряде образовательных организаций у нас такое не предусмотрено. Ну и технология разработки и реализации внутренней системы оценки качества представлена на слайде. 4 основных пункта. Локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества, то есть описание основных элементов СОКа. Программы, регламент, трафик, процедуры проведения внутренней системы оценки качества образования на учебный год. Аналитические материалы в соответствии с программой внутренней системы оценки качества и принятие управленческих решений. То есть вот такая технология разработки и реализации внутренней системы оценки качества. Сейчас я передаю слово. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Если будут возникать вопросы, пожалуйста, обращайтесь, задавайте в графе вопросы. Да, печатайте в чате, и мы в течение работы семинара, а это еще сегодня и завтра, будем рады ответить на них. А сейчас я передаю слово своему коллеге Александру Викторовичу Аверину. Вам слово. Коллеги, добрый день. У нас остается не так много времени, и мне хотелось бы... Нет, мы вернемся на среднюю презентацию, вот эту. Следующий слайд. Обратить ваше внимание в самом начале на некоторые тенденции изменений в организации ВСОК. Они были определены и описаны Галиной Петровной Савиных. В данном случае она является федеральным экспертом в оценке качества образования в данном случае. И фактически некоторые моменты вот в ее работах обозначены. Мне показалось очень важным обратить ваше внимание на то, что оценочно-аналитическая деятельность стала обязательным, по сути, да, функцией образовательной организации, то есть стал обязательным анализ результатов оценочной деятельности, который транслируется потребителям образовательных услуг. Нормативно-правовые аспекты в данном случае зафиксированы в Федеральном законе об образовании в Российской Федерации, и оценочная информация позиционируется как условие и средство информационной открытости образовательной организации. В частности, информация о результатах
внутренней системы оценки качества образования может быть представлена на сайте в виде отчета по самообследованию и так далее, что регламентируется соответствующими нормативно-правовыми актами. Оценка выступает в этом случае уже доминирующим понятием в системе управления качеством, и контроль в этом отношении интегрирован с оценкой. То есть внутришкольный контроль, он видоизменяется в оценочные процедуры с обязательным проведением информационно-аналитических работ. Статус оценочной информации, которую мы получаем в рамках реализации СОКа, в данном случае должно быть актуально, аналитически емкая оценочная информация и, конечно же, позволять управлять непосредственно качеством. То есть в рамках СОКа в образовательной организации для этого могут быть созданы аналитические службы либо на основании, так скажем, да, штатных каких-то своих возможностей, то есть на постоянной штатной основе. Но чаще всего, и мы с вами понимаем, что это сделать не всегда возможно, чаще всего это на основе выделенного дополнительного функционала работников. Обычно в образовательных организациях оценкой качества напрямую могут заниматься соответствующие заместители руководителей. Это непосредственно и сами руководители, это и руководители методических объединений и ряд других специалистов, в том числе и учителя, привлекаемые для организации и проведения оценочных процедур внутри образовательных организаций. Ну и последний аспект, на который мне хотелось бы обратить внимание, хотя выделено было достаточно много, это то, что оценочная деятельность ориентирована на содействие индивидуальному развитию каждого обучающегося. То есть вот тот аспект, который подчеркнула в своем выступлении Наталья Николаевна, именно индивидуализация, да, в данном случае оценки, как раз и отражает в данном случае новую тенденцию в организации СОКа. То есть в структуре оценочной информации в обязательном порядке отражены результаты индивидуального учета. Информация о содержании, условиях реализации и достижения планируемых результатов основной образовательной программы и выделена информация об индивидуальных образовательных достижениях. Следующий слайд. В настоящий момент в многочисленных выступлениях экспертов нашего международного семинара и не только мы знаем, что существуют разные подходы к организации внутренней системы оценки качества образования. Ну и следуя, так скажем, да, идеям, которые развивает Галина Петровна, мне как раз хотелось обратить ваше внимание на одну из моделей, где в СОКа представлена еще не только как, собственно, та возможность, которую мы получаем для самообследования и констатации, например, наличного качества образования, и предпринимаем какие-то решения, в частности, РСОКа, то есть наша республиканская система оценки качества образования, механизмы прописала достаточно четко, и Наталья Николаевна как раз их представила. Но, по сути, внутренняя система оценки качества образования может как раз генерировать новое качество образования, то есть обеспечив тем самым саморазвитие в целом образовательной организации. То есть когда мы на основании полученной информации можем осуществить проектирование изменений и, конечно же, управлять развитием на основании полученной информации. Пожалуйста, следующий слайд. Условно-управленческий цикл с использованием ресурсов СОКа может выглядеть следующим образом, где верхняя центральная часть обоснования целей и задач может рассматриваться как первый этап целеполагания в рамках СОКа и, соответственно, определение тех объектов, тех процедур, которые необходимы для оценки качества образования внутри образовательной организации. То есть это выбор показателей, методов сбора информации, сам сбор информации и так далее. Излишняя фискализация, то есть когда мы получаем достаточно за большое количество процедур совершенно отдельные, может быть, не связанные между собой данные, информацию и так далее, не является перспективным, поэтому, так скажем, направлением, да, в СОКа. Поэтому мы как раз говорим о выборе таких показателей, таких инструментов, которые позволили нам не только получить информацию, но и, используя ее, уже принимать какие-то определенные управленческие решения. В частности, процедуры, которые мы должны использовать с вами во СОКа, должны иметь комплексный характер. Об этом отражено непосредственно в нормативно-правовых актах, которые, так скажем, описывают и констатируют организацию оценки качества образования в школе. Можно следующий слайд. Я хотел бы в продолжении выступления Натальи Николаевны относительно тех, в данном случае, то есть как реализуется непосредственно в СОКа, да, ее примерное содержание, представить как раз примерную структуру положения в СОКа. И здесь, конечно же,
мы видим с вами три основные части, которые у нас появляются в связи с реализацией ФГОСТ. Оценка образовательных программ, то есть каким образом она осуществляется, оценка условий реализации программ и оценка образовательных результатов обучающихся. Хочу обратить ваше внимание, что с данной информацией вы можете ознакомиться самостоятельно, потому что она достаточно широко распространена в специализированной литературе по оценке качества образования, в том числе и в журналах для руководителей, для заместителей руководителей школ и так далее. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вот те объекты, о которых говорила непосредственно Наталья Николаевна, она выделила их и обозначила как некие тренды, как некие тенденции, которые могут быть дифференцированы по этим, условно говоря, трем направлениям оценки образовательных программ. Я хотел бы вот в этом положении обратить ваше внимание на второй структурный элемент. Это организация ВСОКа, где обозначается, собственно, направление внутренней системы оценки качества образования, основные сроки проведения мероприятий, процедур, основные мероприятия, состав лиц и так далее. То есть все то, что может войти непосредственно в данное содержание. Основными направлениями ВСОКа могут быть, собственно, качество образовательных программ, качество условий реализации образовательных программ, качество образовательных результатов обучающихся. Ну и поскольку мы говорим о том, что удовлетворенность в данном случае потребителей качества образования, да, в данном случае мы должны в ряде, в том числе, может быть, и социологических исследований, ряд других опросов, получить информацию от субъектов образовательных отношений, иных. Да? Это и обучающиеся, и родители, законные представители несовершеннолетних непосредственно граждан. Основными мероприятиями ВСОКа могут стать оценка соответствия реализуемых в образовательной организации образовательных программ федеральным требованиям, контроль реализации рабочих программ, оценка условий реализации основных образовательных программ федеральным требованиям, контроль состояния условий реализации программ и мониторинг реализации, собственно, условий данных программ, мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов, оценка уровня достижения обучающихся планируемых предметных, метапредметных результатов, мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении, мониторинг личностного развития, контроль реализации программы воспитания, контроль реализации программы коррекционной работы, оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, а также систематизация, обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по итогам СОКа. Как правило, подобные положения включают в себя достаточно большое количество приложений и, в частности, описывают конкретную документацию СОКа, то есть каков состав документов, собственно, предполагается, с потенциально возможной, например, структурой этих документов, и, соответственно, данный документ размещается на официальном сайте образовательной организации. Если это говорить именно по предыдущей нашей теме, связанной с реализацией и функционированием непосредственно внутренней системы оценки качества образования. Мой следующий слайд, он будет в большей степени ориентирован на участников проекта «Эффективная школа», и мне хотелось бы в самом начале обратить внимание на некоторые моменты. Ну, во-первых, на этом слайде представлены основные мероприятия, которые будут проводиться в контексте сегодняшнего вопроса, а именно по оценке качества образования. В соответствии с региональным проектом, с планом его реализации у нас, обратите, пожалуйста, внимание, в первую очередь я обращаюсь к участникам проекта, в течение 3 месяцев, то есть май, июнь и июль 2020 года, запланировано такое мероприятие, как разработка в школах, участвующих в проекте, программ повышения качества образования. Каким образом это можно непосредственно сделать? Естественно, мы с вами получаем определенную информацию и о качестве образовательных результатов, и о качестве условий, и о качестве образовательных программ и так далее. Но также у нас будут непосредственно в рамках данного проекта доступны результаты мониторингов, которые проводятся и в рамках проекта, и в рамках иных непосредственно курируемых мероприятий, направлений деятельности Коми Республиканского института развития образования. Так вот, я возвращаюсь как раз к роли данных именно входного мониторинга. Почему? Потому что именно второй блок организация условий реализации образовательных программ при предварительном анализе всех, так скажем, да, данных, которые мы получили в ходе
мониторинга, действительно будет требовать непосредственно включения определенных объектов в качестве либо мониторинговых, либо оценочных непосредственно во ВСОКа, в образовательных организациях, которые принимают участие в проекте. Также хочу анонсировать два мероприятия, у нас остается буквально несколько минут, о том, что мы запланировали, в частности, в октябре 2020 года проведение научно-практической конференции, связанной с проблемой повышения качества образования. И, естественным образом, мы приглашаем всех участников проекта принять участие. Ну а в декабре это мероприятие, которое выходит за рамки в целом проекта, и мы планируем провести республиканскую научно-методическую конференцию, которая будет посвящена как раз основным системам оценки качества образования, в частности, таким аспектам, как механизмы, проблемы и управленческие решения. Я думаю, что это будет такой площадкой, где мы можем как раз актуализировать основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в данном случае на местах, и, соответственно, можем предпринять какие-то определенные управленческие иные решения, дабы минимизировать риски реализации, собственно, программ по повышению качества образования и не только. Уважаемые коллеги, наше время буквально истекает. Если останутся вопросы относительно сегодняшней тематики, я хочу сразу сообщить, что все материалы будут доступны, поэтому обращайтесь затем уже на сайт международного семинара. Я благодарю вас за работу. Всего доброго. Будьте здоровы.